История нашей страны такая разнообразная. Были сложные времена, о которых нужно помнить, чтобы в будущем они не повторялись. В Уфимской детской филармонии местные творческие коллективы организовали очень важное и нужное мероприятие. Концерт, посвященный Дню воинской славы России и 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда. Все номера тематически подобраны. Артисты перед разучиванием танца еще и погружаются в историю. Расскажите про ваш танец. Наш номер называется «Сынрау Турна. Песнь журавля». Она об одной башкирской легенде, о том, что когда журавли летали, они забирали с собой душу воина. У нас в танце 30 человек, задействованы две группы. Основной состав и группа кокетки. Основной состав выступает за воинов, а младший выступает за журавлей. Мы достаточно долго его репетировали, но мы смогли его сделать, и он очень нам нравится. Концерт «Мы помним подвиг Ленинграда» весьма разнообразный. Со сцены звучат стихи, песни. Детство, детство, добротой не зря согрето. Детство, детство. На сцену выходят все воспитанники Уфимской детской филармонии. Почему вы организовали этот концерт? Потому что закончилась блокада в Ленинграде, и я думаю, что это нельзя забывать, потому что это дата, за которую отстояли ленинградцы. Это блокада, когда город окружается другим войском, и просто люди внутри этой окружности не могут никак выехать из этой окружности. Они находятся там только с тем, что они имели. Блокада Ленинграда – это страшное событие в истории нашей страны. Она длилась 872 дня. За время блокады от голода и лишений погибло свыше 630 тысяч ленинградцев. Главной проблемой осажденного Ленинграда был голод – 125 граммов хлеба на человека в день. За время 3 волн эвакуации Ленинграда из города были вывезены в общей сложности 1,5 миллиона человек, почти половина всего населения города. Какая-то часть жителей северной столицы осела в Уфе, так что те события напрямую связаны с нами. В такой творческой форме мы изучаем историю. Пусть события были так давно, но мы никогда не забудем. Сакаева Азалия, Румазан Мусин, специально для Горы новостей.